По плану отсыпка более 150 метров берегоукрепительной полосы. В Хатасах готовятся к весеннему половодью. В Алданском районе проживают представители 2 десятков этносов. В одном из самых многонациональных классов региона побывала наша съемочная группа. Юные футболисты Нерюнгри все свободное время отдают тренировкам. Усиленно готовятся к предстоящим 7-м играм народов Якутии. В эфире новости. Я и мои коллеги расскажем вам о главных событиях к этой минуте. В студии работает Василий Радченко. Здравствуйте. В Якутии с рабочим визитом находится министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. Вместе с главой республики Айсеном Николаевым он принял участие в установке первой сваи Жатайской судоверфи. Напомню, что объект ежегодно будет выпускать до 10 новых судов, среди которых будет техника и туристического назначения. Сегодня руководство республики работает над включением территории Жатайской судоверфи в состав ТОР «Индустриальный парк Кангаласы», что в будущем позволит снизить налоговую нагрузку на предприятия и позволит ускорить выход на проектную мощность. Общий объем инвестиций составит более 5 миллиардов рублей, из них только федеральных более 4 миллиардов, и уже первые деньги в этом году в объеме 550 миллионов рублей поступят для начала строительных работ. В 2021 году мы планируем закончить стройку и получить самую современную судостроительную верфь. Я считаю, это большое событие. Мы за последние несколько десятилетий не развивали это направление. Это даст возможность обеспечить и работы по рекам Лена, Яна, Колыма. В селе Хатасы ведут берегоукрепительные работы для безопасного пропуска паводковых вод. По плану должны отсыпать более 150 метров. Однако усадьбы некоторых жителей остаются без защиты, и они опасаются грядущего половодья. Прошлогодний паводок смыл берег села, и водная линия вплотную подошла к жилым домам и дворовым территориям, где живут около 30 семей. Последний раз такие работы проводились лишь в 2014 году. Тогда возвели 2 шпоры насыпи из песка и камней, которые были смыты наводнением прошлого года. Также интенсивное течение. Не знаю, как в этом году, не знаю, от чего отталкивается, кто составлял этот проект по применению превентивных мер на 150 метров, когда участки после меня выше по течению, точнее передо мной еще 2 участка, куда бьет основное течение русла реки, протоки. Все от них, и так все обваливается. К другим темам. Должникам продолжают отказывать в выезде. С 2018 года по сегодняшний день только на территории Якутии действуют 19 тысяч постановлений о временном ограничении выезда за пределы страны. Судебные приставы напоминают, чтобы не омрачить грядущие праздники и летний сезон отпусков, рекомендуется вовремя оплатить свои долги за месяц до планируемого события. А в случае оплаты задолженности по исполнительному производству напрямую взыскателю необходимо об этом информировать судебного пристава. По итогам первого квартала 2019 года судебным приставом исполнителям вынесено 11 905 постановлений о временном ограничении на выезд с Российской Федерации, в том числе 1842 постановлений по отношению должников по алиментам. В 2018 на территории республики действует 19 090 постановлений о временном ограничении на выезде. Региональные телеканалы покажут прямую линию с главой Якутии Айсеном Николаевым. Трансляция пройдет сегодня, 26 апреля в 19:00 по якутскому времени. Руководитель региона затронет темы общественно-политической и социально-экономической жизни республики. Ответит на вопросы, волнующие якутян. Также трансляцию прямой линии можно увидеть в социальных сетях телеканалов «Якутия-24», а именно в Facebook и во ВКонтакте. На телеканалах Якутия-24, ВК Саха, а также на канале Россия-24 и на радиоканале ТЭТ-ТИМ у нас пройдет прямой эфир, прямая линия с участием главы Республики Саха-Якутия Айсена Сергеевича Николаева. Прямой эфир начнется в 7 вечера ровно и продлится 2 часа. Во время прямого эфира любой житель нашей республики может задать свой вопрос главе, и
Каждый вопрос, конечно же, будет обработан. И если они не успеют озвучить в прямом эфире, то они в скором времени обязательно получат свой ответ. Напомню, что в прошлом году в ходе первой прямой линии с Николаевым за 2 часа эфира поступило около 200 вопросов. Глава региона успел ответить на 35. Они касались ликвидации весеннего паводка, добывающих компаний, системы ЖКХ, поддержки сельхозтоваропроизводителей и нехватки мест в школах столицы региона. Еще раз напомню, что эфир пройдет сегодня в 19 часов по местному времени. В Якутии один из самых низких периодов ожидания квартир для детей-сирот по стране. И каждый год он сокращается. Если в других регионах сироты могут ждать получения заветных квартир до 10 лет, то в республике этот период составляет всего 2–2,5 года с момента наступления такого права. В этом году из средств федерального и регионального бюджетов выделено 1,3 миллиарда рублей на обеспечение жильем сирот. При этом 90% этих средств – республиканские деньги. Также Минстроем введен жесткий контроль за качеством предоставляемого жилья. В этом году мы планируем обеспечить жильем 666 детей-сирот. И таким образом у нас пойдет сокращение периода ожидания. На сегодняшний день порядка 1200 детей-сирот состоят на учете получения жилых помещений. И вот, каждый год вот это количество сокращается. В Алданском районе проживают представители 2 десятков национальностей. Многонациональны как рабочие коллективы, так и школьные классы. Наша съемочная группа побывала в одном из учебных учреждений Алдана. Материал Татьяны Вахниной. В 6 классе урок русского языка. Орфография, пунктуация, синтаксис. Премудростей в великом и могучем много, и к их изучению дети подходят со всей серьезностью. В классе учатся ребята разных национальностей. Впрочем, языковой барьер не преграда. Русский язык для мальчишек и девчонок родной. По национальности я сам бурят. Моя первая родина – это Якутия, а вторая – это Республика Бурятия. Наш класс многонациональный. Там есть и русские, и киргизы, ребята с ингийскими корнями. Но мы все разные, нам всем дружно и весело. В 5 классе урок математики. Языковых барьеров царица наук, конечно, не возводит. Однако успешное освоение точностей и беспогрешностей – процесс индивидуальный. А если что-то не получится, одноклассники обязательно помогут. Мы очень дружные, всегда можем собраться, куда-нибудь пойти, в магазин или что-нибудь еще. Мы очень дружные. В Алданском районе проживают представители 2 десятков этносов. Интернационал и дружба народов в каждом классе, говорят педагоги школы с углубленным изучением отдельных предметов. Впрочем, многонациональные и трудовые коллективы. Развитию навыков толерантного общения у детей учителя уделяют особое внимание. И по своему предмету этому посвящаются многие материалы. Якутия – наш общий дом, убеждены дети и подростки. Русские, якуты, эвенки, киргизы, армяне дружат. Различия в менталитете не помеха. Напротив, через общение дети познают иные культуры. Культура других народов, она разная. У каждого народа своя культура, и этим каждая национальность выделяется на фоне других. Алданский район с его многообразием этносов, религий и культур многомерен. Человек любой национальности свое место в социуме создает сам, в первую очередь собственным отношением к окружающим его людям. Ведь, как подметил английский писатель Герберт Уэллс, наша истинная национальность – это человечество. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. Нерюнгинская сборная по футболу готовится к 7-м играм народов Якутии, которые пройдут этим летом в Амгинском районе. Путевки на них получили 35 районов Якутии. Ожидается участие более 6 тысяч спортсменов и гостей. А в этом месяце в городе Зея Амурской области состоялся турнир по мини-футболу, где приняли участие 7 команд. Нерюнгинская сборная блестяще выступила, обыграв сильную команду с города Благовещенска. В последний день турнира нерюнгринцы сыграли в ничью с командой Сковородино. Все ребята показали себя с наилучшей стороны. В принципе, что хотели мы увидеть, мы то увидели, насколько кто как готов. Качество игры посмотрели. Серьезным соперником. В принципе, все устраивает. И вот на каком уровне сейчас у вас будет проходить подготовка уже к республиканским командам? Будем готовиться по мере возможности. Люди все работают. Свободное от работы время. Кто может, приходит. Те и работают. Осталось 2 месяца. Будем стараться.
А в Москве завершился международный кинофестиваль. Вся Якутия болела за нашу землячку Любовь Борисову и ее фильм «Надо мною солнце не садится», который попал в конкурсную программу и был очень тепло принят как публикой, так и критиками. Подробности в материале Максима Кардозу. Якутские зрители, якутские кинематографисты, огромный привет от уральских пельменей. Меня зовут Юлия Михалкова. Муа! Привет Якутии на этом кинофестивале передавал каждый второй, ведь фильм, сделанный в нашей республике, завоевал сразу 2 приза. Его оценило международное азиатское жюри. Но самая главная дебютная лента Любови Борисовой «Надо мною солнце не садится» стала самой любимой у зрителей. Мы очень рады. Нам вручили огромный такой ключ. Называется ключ от сердца зрительских сердец. Ой, ключ от зрительских сердец. Вот. Мы очень рады. То, что попасть в конкурс Московского кинофестиваля трудно, это ничего не сказать. Конкуренция невероятная. Из сотен картин со всего мира выбрали лишь 13, и среди них наша. Это, конечно, большое событие, что второй раз якутский фильм был отобран на такой крупный кинофестиваль. Да? Мы знаем, что их всего 15 в мире класса, но это, на самом деле, как я говорила ранее, большой успех. И я очень рада за Любу, за дебютную работу и за компанию «Сахафильм», которая доказывает, что она самая серьезная, крупная компания, которая производит такие фильмы. По итогам кинофестиваля главный приз в этом году получила картина из Казахстана «Тренинг личностного роста». И для режиссера ленты Фархата Шарипова само участие в конкурсе было счастьем. Честно говоря, я понятия не имею, чем он зацепил жюри, потому что я был очень счастлив, когда фильм попал сюда, в Москву, и я знал, что здесь есть часть моей аудитории. Но как оказалось, что интернациональное жюри тоже дышит тем же воздухом. 41-й Московский международный кинофестиваль в очередной раз доказал, что якутское большое кино – это не случайность, это логическая закономерность. И можно быть уверенными, что в скором времени наши земляки будут штурмовать красные дорожки лучших фестивалей не только России. Максим Кардозу, Виктор Олесов, Москва. На этом выпуск подошел к концу, но наши корреспонденты продолжат следить за развитием событий, а мы, в свою очередь, будем держать вас в курсе новостей. Я напомню, что еще больше актуальной информации вы найдете на наших сайтах yak24.ru, nvk-online.ru, а также в социальных сетях и официальном YouTube-канале. Спасибо за внимание и до встречи в эфире.